Добрый день, господин Брайан. Благодарим вас за сотрудничество, и мне бы хотелось задать вам первый вопрос. Могли бы вы привести примеры конкретных должностей или отраслей, которые, скорее всего, будут усилены, а не заменены технологией искусственного интеллекта, и как люди могут подготовиться к такому переходу? Знаете, технологии искусственного интеллекта не надо бояться. Искусственный интеллект — это большие возможности. И я вижу эту технологию больше в контексте дополнения человеческих возможностей, а не их подмены. Акцент надо ставить на том, как новые технологии могут придать человеку сверхспособности, развивать его собственный потенциал, позволить анализировать и обрабатывать очень сложные задачи. Говоря об искусственном интеллекте, люди часто фокусируются на автоматизации рутинных однотипных процессов, но на самом деле нам надо думать о новых видах деятельности, подразумевающих более высокий уровень мышления, для реализации которых нам нужен искусственный интеллект, чтобы помочь анализировать большие объемы информации. В контексте администрирования систем социального обеспечения я вижу реальную возможность для разработки социальной политики, активизации использования больших данных, применения технологий в решении действительно сложных, комплексных задач, которые все еще остаются неразрешенными, несмотря на достигнутые за последние 40-50 лет успехи. Despite all the progress that we've made in social protection over the last, 40-50 years. Как вы думаете, господин Брайан, какова роль искусственного интеллекта в Казахстане и как это направление развивается с вашей точки зрения, как профессионала? Но мы видим, что в Казахстане, как и во многих других странах, большие усилия прилагаются для использования технологий в целях оцифровки различных существующих процессов. И это прекрасно. У вас есть технологичные платформы на смартфонах, через которые вы можете связаться с пенсионным фондом или любой другой организацией, подать заявление, получить нужную информацию и так далее. Это то, что я называю оцифровкой, то есть переводом процесса или его части в электронный формат. И в этом достигнут большой прогресс. Однако есть и следующий уровень. Это то, что мы называем цифровизацией. Многие люди задаются вопросом, разве это не одно и то же? Но на самом деле это два совершенно разных понятия. Цифровизация по своей сути — это создание чего-то нового, иные способы выполнения процессов с применением технологий для этих целей. И вот я возвращаюсь к предыдущему вопросу. Речь идет о способности в полной мере использовать данные, появившиеся в результате того, как все процессы были оцифрованы. Вы получаете доступ к колоссальным сокровищницам ценной информации, а теперь вы становитесь гораздо более осведомленными и лучше понимаете, как использовать эти данные. Зачастую люди, которые отвечают за социальную политику, когда кто-то приходит побеседовать с ними о новых технологиях, говорят: «Меня это не касается, я политик, а технологии — это больше для администраторов пенсионных систем, для людей, оказывающих пенсионные услуги». Но на самом деле фокус в том, и я думаю, что Казахстан готов к этому, что мы все достигли большого прогресса в оцифровке процессов и уже готовы перейти на следующий уровень, непосредственно к цифровизации. И на этот раз именно разработчики социальной политики должны быть более других вовлечены в эту технологию. Это вызов для многих политиков. Они думают, что уже и так используют всяческие технологии, например, для моделирования реформ. Но на самом деле они не задействуют более продвинутые технологии, такие как искусственный интеллект, позволяющие гораздо глубже анализировать многомерные комплексные данные, охватывающие все аспекты человеческой жизни. Сегодня мы собрались здесь, чтобы поговорить о пенсионном обеспечении, но прежде чем выйти на пенсию, человеку надо проработать порядка 40 лет. И на протяжении всей своей жизни человек сталкивается со множеством социальных факторов, рисков, влияющих на его будущее положение. К примеру, человек может заболеть, либо кто-то из его близких может заболеть, и этот человек будет обеспечивать уход за больным. Все подобные события в конечном итоге влияют на размер пенсионных выплат. И для политиков очень важно иметь лучшее понимание того, как тот или иной фактор влияет на жизни людей. And they're the things you've got to get better at understanding the impact of those on people's lives. Wow.
Thank you very much, Brian, for a very deep and interesting answer. Yeah. Спасибо большое, Брайан, за такой детальный и интересный ответ. Итак, наш следующий вопрос. Не могли бы вы привести реальные примеры успешной цифровизации, которые позволили улучшить результаты благодаря анализу данных с применением технологии искусственного интеллекта? On the one hand, I'd say we're still early days in getting to that level I've just been talking about. С одной стороны, я бы сказал, что мы все еще находимся в самом начале перехода на тот уровень технологии, о котором я сейчас говорил. Но уже и сейчас есть хорошие примеры. Один из регионов, который, на мой взгляд, является наиболее продвинутым в этом плане, это скандинавские страны. Норвегия, Швеция, Дания, Финляндия. Многие годы эти страны являются лидерами по многим аспектам в области пенсионного обеспечения, как с точки зрения организации, так и администрирования. И в отношении использования искусственного интеллекта картина такая же. Финляндия — это страна, за которой мне очень интересно наблюдать, потому что у них очень четко отслеживается динамика корреляции здоровья и финансового благосостояния людей. И среди определяющих социальных факторов, рисков, рассматривается влияние состояния здоровья, которое, как вы понимаете, имеет очень важное значение для каждого из нас и в итоге сказывается в размере выплат, которые мы получим по выходу на пенсию. Целый ряд социальных факторов влияет на здоровье человека. Конечно, есть определенные врожденные генетические заболевания, в отношении которых человек бессилен, но есть и существенное число других заболеваний, которые вызваны различными социальными факторами, такими как образование, образ жизни, тип работы и так далее. И, безусловно, все это оказывает влияние на нашу трудоспособность. Соответственно, если человек не в состоянии трудиться, то он не сможет и сформировать себе пенсионные накопления. Таким образом, эта связь между здоровьем и благосостоянием, учет состояния здоровья и влияющих на него социальных факторов при расчете пенсионного аннуитета являются очень важными в скандинавских странах. Особенно это важно в Финляндии. Там действительно многое делается в этом направлении. Они пытаются понять, почему люди болеют, и они осознают, что когда люди болеют, им необходима система социального обеспечения, социальные услуги и учреждения. И если правильно сопоставить эти взаимосвязанные компоненты, это станет благом для населения, позволит им вернуться к трудовой деятельности. Довольно часто мы видим, что система здравоохранения отделена от системы социального обеспечения. Стоимость медицинских услуг растет во всем мире, и когда мы анализируем систему здравоохранения, мы думаем о том, как снизить стоимость. Но для этого нам нужно обратить внимание на социальные факторы, являющиеся причинами обращения граждан за медицинскими услугами. Часто я думаю, что система здравоохранения вынуждена подбирать осколки необдуманных решений в социальной политике. И здесь на помощь как раз может прийти технология искусственного интеллекта, чтобы наделить людей, принимающих политические решения, теми самыми сверхспособностями, позволяющими увидеть взаимосвязь двух систем, и не только корреляцию, но также и причинно-следственные связи, в результате чего люди обращаются в систему здравоохранения и почему они утрачивают свою трудоспособность, и, соответственно, возможность делать пенсионные отчисления, чтобы накопить на достойную пенсию. Of what is driving people into the health system, which then affects their ability to work, ability to earn, contribute to a good pension outcome. Pretty nice, pretty nice. Прекрасно, Брайан. Вы сейчас упомянули скандинавские страны. А что вы могли бы сказать об Австралии? Какого уровня развития она достигла в обсуждаемом нами направлении? Interesting. Australia is Австралия, безусловно, довольно развитая страна с очень высоким уровнем благосостояния граждан, но вместе с тем имеют место и недостатки, с которыми трудно справиться. Правительство задается вопросом, как разрешить накопившиеся проблемы. К примеру, пандемия оказала свое влияние на положение вещей. В Австралии есть система базовой социальной защиты населения за счет государства. Люди имеют право на получение пособий, даже если они не платили взносы и отчисления, в том числе пособий по безработице после проверки на другие доходы.
По мнению населения, размер этих пособий слишком низкий, тогда как правительство на протяжении многих лет не стремится его повышать, поскольку выплаты осуществляются из средств госбюджета. Поэтому, если человек теряет работу, он оказывается в весьма невыгодном положении. Итак, во время пандемии правительство принимает меры экстренного реагирования и удваивает размер пособий на довольно продолжительный период времени. Это было частью экономического реагирования, и оно было необходимо для поддержки экономической активности в период пандемии и локдауна. Позднее данные показали, что уровень бедности ощутимо снизился. И это неудивительно, так как люди получили больше денег. Но самое интересное то, что потом снова был проведен детальный анализ статистики, и было выявлено, на какие цели люди с низким доходом, живущие на пособие по безработице и пенсионеры, не имеющие частных накоплений, тратили эти дополнительные деньги. Общее представление в политических кругах и некоторых кругах общественности было таково, что эти люди будут использовать эти деньги неразумно, они растратят все впустую. Фактическая же статистика показала совершенно иную картину. По данным статистики, средства пошли как раз на целевые нужды, на полноценное питание, на предметы первой необходимости для себя и своих близких. Люди не стали тратить деньги на алкоголь, азартные игры и тому подобные вещи. По моему мнению, из полученного опыта Австралии мы можем извлечь хороший урок. Необходимо менять отношение людей к системе социальной защиты. Тенденция сейчас такова, что люди рассматривают социальное обеспечение как расходы. Они не понимают, за что они платят такие деньги в бюджет, если потом эти средства расходуются необдуманно, тогда как на самом деле это основной принцип социальной защиты – забота о людях, в которой они больше всего нуждаются. Так что для Австралии словно прозвенел будильник. Здесь, в богатой стране, живут люди, которые действительно нуждаются, прямо перед нашим носом, а мы не видели и не осознавали, и не ценили то, какое значение социальная помощь имеет для их выживания. И это автоматическое повышение социальных пособий в 2 раза стало положительным результатом правительственных мер поддержки в период пандемии. Мы увидели, что этим людям на самом деле нужно больше денег. И теперь потихоньку, конечно, не в таком удвоенном объеме, как во время пандемии, но постепенно правительство стало повышать размеры социальных пособий и выплат. И все это стало возможным благодаря анализу статистических данных, который показал, что правительство недоплачивает нуждающимся, а те умеют использовать средства с умом. Thanks a lot. Yeah, that's it. So we're moving on. Очень хорошо. Спасибо огромное. Идем дальше. Господин Брайан, итак, наш следующий вопрос. Как независимый советник по социальному обеспечению и цифровой трансформации, что вы можете сказать по поводу того, каковы конкретные варианты использования технологий искусственного интеллекта для решения социальных проблем, таких как реформирование пенсионных схем и повышение прозрачности пенсионных взносов? And certainly, the one I think the most important, and it goes. Я думаю, что здесь есть целый ряд направлений. И, конечно же, возвращаясь к ранее сказанному, одним из важных является вопрос социальных факторов. У меня они вызывают живой интерес. Нам необходимо рассматривать в комплексе все уровни и компоненты системы социальной защиты населения. Политика социального обеспечения развивалась на протяжении последних 100 лет. У нас есть традиционные компоненты социальной политики, такие как пенсионное обеспечение, защита от безработицы, поддержка материнства и детства, лиц с инвалидностью. Все эти составляющие хорошо развиты на сегодняшний день. В некоторых странах системы социального обеспечения включают в себя все перечисленные элементы. В других системы еще развиваются. Эти традиционные компоненты хорошо справляются со своими задачами.
Например, у пенсионного фонда есть своя миссия. Он целеустремленно формирует сильную, устойчивую пенсионную систему. Человеческая жизнь длинная и сложная, и на определенных этапах мы проходим через все или большинство компонентов системы социального обеспечения и дальнейшее совершенствование системы. Здесь я снова считаю, что нужные ответы нам подскажут стат-данные, ведь при их правильном использовании можно извлечь большие преимущества в процессе поиска решений. Совершенствование возможно через определение взаимосвязей и комплексный взгляд одновременно на все компоненты в совокупности. Речь не идет о том, чтобы вместе с водой выплеснуть и ребенка. У нас есть такая поговорка. Если традиционные компоненты системы работают исправно, нет необходимости все менять. Но надо отдавать себе отчет, что идеал недостижим. Система социального обеспечения не может защитить нас на все случаи жизни. Всегда будут оставаться нуждающиеся, не охваченные системой. Одним из моих замечаний по поводу оцифровки процессов является то, что мы часто вкладываем большие усилия и средства в какую-либо новую онлайн-платформу, но частенько в результате мы предоставляем услуги лучшего качества тем, кого и раньше хорошо обслуживали. Например, ваш банк предоставляет вам онлайн-сервис мобильный банкинг. Это прекрасно. Но они это делают лишь потому, что хотят расширить свой бизнес с вами. И вы, как потребитель, этому рады. Но в системе социального обеспечения должно быть по-другому. Есть множество людей, которых система охватывает и хорошо обслуживает. Усилия надо прилагать там, где все еще остаются слабые места. И оцифровка процессов, то есть перевод услуг в электронный формат, с этой задачей не справится. Здесь необходимы изменения в социальной политике. Новое видение со стороны законодателей. Как можно защитить ранее неохваченные круги населения? И, на мой взгляд, именно здесь кроются новые вызовы. Возьмем тот же пенсионный фонд. Продолжая действовать в пределах своих компетенций, он должен осознавать, что могут быть вкладчики, которые на протяжении многих лет уплачивали пенсионные взносы, но, к сожалению, достигнув пенсионного возраста, так и не смогли накопить на достойную старость. Например, из-за длительной нетрудоспособности или других неопределимых обстоятельств. Как пенсионный фонд, вы можете сказать: «Ну, мы выполнили свою часть работы», но кто-то должен позаботиться о тех, кто оказался в неблагополучных условиях. В этом случае пенсионному фонду необходимо выстраивать сотрудничество и координировать свою деятельность совместно с другими соответственными сторонами, государственными органами, чтобы каждый человек, достигающий пенсионного возраста, независимо от того, смог он накопить самостоятельно на достойную пенсию или не смог, не был бы забыт и оставлен без внимания. Господин Брайан, вы, как большой эксперт, можете назвать основные преимущества и недостатки искусственного интеллекта? Let me start with the disadvantages, and then I'll finish on a good note. Начнем с недостатков и потом поговорим о преимуществах, чтобы закончить на хорошей ноте. Искусственный интеллект несет в себе множество рисков. Вы имеете дело с личными данными людей. Вы находитесь в ситуации информационной асимметрии. Это значит, что государство или пенсионный фонд знает о вас гораздо больше, чем вы знаете о них. И есть вероятность, что ваши личные данные будут использоваться во благо, но также вероятно, что данные будут использованы против вас. Такие риски злоупотребления персональными данными или их использования в интересах оператора, государства, а не самого человека, становятся все сильнее. Мы должны это четко осознавать. Ну, конечно, это не причина ничего не делать. И искусственный интеллект стал реальностью, которая нас окружает. С этой технологией можно и нужно работать и пользоваться всеми ее преимуществами. Larger. So that's something we have to be really aware of. Now, of course, that's not a reason not to do anything, you know, and Положительной стороной является то, что в искусственном интеллекте мы видим ключ к решению ряда серьезных социальных проблем, которые мы никак не могли разрешить на протяжении многих лет.
Среди населения все еще широко распространена бедность. У многих не решен жилищный вопрос. Довольно сложно выстраиваются уход за лицами с инвалидностью и процесс их вовлечения в рабочую силу. Сегодня спикеры говорят об истории систем социального обеспечения, как шло развитие из года в год, о различных моделях, но проблемы, на которые эти модели нацелены, еще не все решены. И я думаю, что искусственный интеллект дает возможность привести наше мышление в турборежим, повысить возможности экспертов и управляющих в области социальной политики глубоко разобраться в существующих проблемах и затем разработать целый ряд инициатив для их решения. С технологической точки зрения, работая онлайн, мы, безусловно, можем делать больше и качественнее. Но было бы эффективнее сосредоточиться на неразрешенных потребностях и проблемах, с которыми могут помочь справиться новые технологии. И если нам это удастся, то все сразу встанет на свои места. Потому что иначе, на мой взгляд, будет стыдно и даже трагично, если при всех существующих технологических достижениях у нас сохранятся все старые, накопившиеся проблемы и неохваченные нуждающиеся люди. И если вы всерьез задумаетесь над использованием искусственного интеллекта, то используйте технологию именно для этих целей, а не для того, чтобы сделать процессы быстрее, увлекательнее, круче. Tragedy that with all this technology and all this knowledge that we, as I said, we're still seeing some of those most complex, difficult social problems and people being left behind. Нет, понятно, что люди и этого тоже хотят. Но Казахстан, как Австралия, страна с огромной территорией и неравномерно распределенным населением, большое количество людей сконцентрировано в крупных городах, но есть и те, кто проживает в сельской местности и отдаленных районах. Таких жителей довольно сложно охватить, обеспечить доступ к социальным услугам. Поэтому довольно часто они выпадают из системы. У нас в Австралии точно такая же проблема с удаленными поселениями. Нам есть к чему стремиться. Но мы можем добиться лучших результатов, только если станем умнее. Начнем мыслить по-другому. А для этого надо лучше использовать стат-данные. В этом заключается роль искусственного интеллекта. Как вы считаете, согласно вашему исследованию, как Казахстан осваивает технологию искусственного интеллекта? Есть ли в этом процессе какие-либо препятствия? Я не вижу каких-либо естественных препятствий для внедрения искусственного интеллекта, но для этого требуются определенные технические знания и подготовка. Сама по себе эта технология является значительным прорывом по сравнению с тем, что было. Если говорить о новых ролях, нужных людях, то требуются квалифицированные специалисты в работе с данными. Но это не означает, что вам нужна армия ученых, занимающихся данными. Вам нужны чиновники и администраторы, которые понимают природу и способы обработки данных. При этом они по-прежнему будут оставаться чиновниками и администраторами, экспертами в вопросах социальной политики. Но они должны освоить навыки работы с данными. Таким образом, встает вопрос освоения новых навыков и повышения квалификации рабочей силы, чтобы разобраться в технологии и в том, что с ней связано. Кроме того, необходимо поменять наше восприятие данных, потому что мы очень хорошо умеем считать и собирать данные, но не всегда действительно понимаем, что несут в себе эти данные. Именно искусственный интеллект позволяет нам открыть эту дверь, выполняя всю сложную вычислительную работу, часто выходящую за рамки нашего понимания, тем самым расширяя наши возможности. Конечно, мы не хотим, чтобы машины за нас принимали решения. Решения должны оставаться за человеком. Самое главное — сохранить контроль над процессом, ни в коем случае не отводя технологии ведущую роль. Don't let the technology take over.